Мое почтение представителям знака Зодиака Лев. Это второй прогноз на август месяц 2020 года для вас. Посмотрим, как и прежде. Сначала понедельно, энергии недели, эмоции недели, первый, второй, третий, четвертый. Затем конкретно мы посмотрим работа, финансы, отношения, энергия месяца и совет от карт Таро. Приступаем. Пока я перемешиваю колоду, поблагодарю всех, кто подписан на канал, всех, кто оставляет какую-нибудь реакцию, будь то комментарии и прочее. Предлагаю вам написать в комментариях, если есть темы, которые я не затрагиваю, вам хотелось бы их посмотреть в гороскопе. Тех, кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. Итак, приступаем. Лев, август 2020 года. Неделя первая. На первой неделе вас будет беспокоить то, что вам придет в голову, что что-то вас связывает, что-то, что лежит тяжелым грузом на вас, что вам мешает жить, что вам мешает, может быть, развиваться и прочее, и прочее. В общем, вас как будто бы осенит. Вы поймете, что, возможно, нужно что-то менять в вашей жизни. Как будто бы откроются глаза, как будто бы вот придет эта самая ясная мысль, на которую вы обязательно обратите внимание. Вторая неделя. На второй неделе вы будете себя чувствовать превосходно, вы будете довольны собой, своей жизнью, вас будут переполнять эмоции. Эмоции, судя по тузу кубков и императрицы, очень приятные. В общем, вы будете себя чувствовать вполне самодостаточно. Будет ощущение, как будто вы управляете своей жизнью. Все вам подвластно, все вам подконтрольно, и вы можете добиваться многого. Это вторая неделя. Что у нас на третьей? Эти приятные эмоции, вы знаете, на третьей неделе вы как будто захотите побыть еще больше эгоистом. Эгоисткой. Вот. Может быть, это связано с каким-то предложением от какого-то влиятельного человека. Что это может быть за предложение? Возможно, предложение эмоционального характера, то есть предложение чувственного характера. Возможно, это связано с работой, возможно, от вашего начальника. Пока мы не можем знать, мы будем продвигаться дальше и смотреть все это уже непосредственно в конкретных сферах. Вот, а пока мы смотрим последнюю неделю августа, что принесет вам. Вы знаете, а вот здесь может проиграться двояко. То есть либо вам придется делать выбор в каких-то ваших отношениях, борьба в ваших отношениях, борьба может быть с самим собой относительно ваших каких-то отношений. Это могут быть, но если это отношения, то это любовные отношения, потому что влюбленные говорят о любовных отношениях. Либо будет борьба у вас с самим собой, с кем-то другим по поводу какого-то выбора чего-либо. Если это не отношения, значит, может быть, в деловой сфере. Пока финансовых особо карт я не вижу, но больше все связано с эмоциями, с какими-то идеями. И вот, возможно, вам придет идея, что отношения, в которых вы находитесь, вас немного связывают. И вот здесь начнется ваша борьба с самим собой. А нужно вам, а не нужно, люблю, не люблю. Как-то вот так. Ну, в общем, предстоит какой-то выбор. Сейчас мы соберем эти карты и перейдем к более подробному рассмотрению жизненно важных позиций. Первая позиция – это работа. И первая карта в этой позиции для людей, которые находятся в поисках работы. Вторая карта для тех, кто имеет постоянную работу, постоянное дело, свое собственное дело
и неожиданности, связанные со сферой работы. Для тех, кто находится в поисках работы, вы можете обрести работу, которая будет вам по душе. Вам поступит, возможно, предложение от какой-то женщины о начале чего-то нового, какого-то своего нового пути. Это будет та самая неожиданность. Возможно, вам предложат работу в сфере, которая для вас абсолютно незнакома, в сфере, которая для вас новая. И это будет неожиданно. Но поступление предложение о работе и поиск работы вполне может увенчаться успехом. Теперь для людей, которые находятся на постоянной работе, то есть у кого есть постоянный доход, работа, здесь все абсолютно ровно, без всяких каких-то изменений. Да, могут быть, как неожиданность, может быть какой-то новый проект, который задумает ваша компания, либо что-то новое, какое-то новое направление, которое будет в вашей компании. Вам предложат сделать то, что вы раньше не делали в вашей же собственной компании, понимаете? Тут вот идет такое. Но в принципе, в общем и целом, и для поиска хороший месяц работы, и для работы, которую вы имеете. Вторая сфера жизни – финансы. Первая карта – финансы, которыми вы обладаете. Вторая – финансы извне, то есть неожиданные какие-то поступления. Ну и третья позиция – неожиданности, связанные с финансами. Тут очень интересно. Вы останетесь, в общем-то, при своих деньгах. Все, что вы должны получить, вы получите. Мало того, вы можете получить дополнительный доход со стороны от человека, который уже у нас выпадал, да? Может быть, ваш начальник, если вы работаете. Может быть, это человек, который вам покровительствует. Может быть, это, в конце концов, ваш отец, какой-то взрослый родственник. Но деньги извне вполне возможны. Неожиданность, которая может быть, вы начнете, как бы сказать, вы что ли начнете искать в себе истину относительно ваших доходов, а то ли вы делаете, а достаточно ли вы получаете, понимаете? То есть, либо наоборот, вы будете спокойны, абсолютно спокойны по поводу ваших финансов, как и имеющихся, так и поступающих. Будете чувствовать себя уверенно, и каких-то дополнительных действий относительно финансов вы предпринимать просто не будете. Не будет необходимости. Судя по картам, я вижу, что финансовое положение львов в августе будет весьма стабильным. Неожиданных трат, нету. Третья сфера нашей жизни – это отношения. И первая карта в этой сфере для тех, кто находится в поисках отношений. Вторая для тех, кто находится в стабильных отношениях. И третья – неожиданности, связанные с отношениями. И вот тут та самая идея, о которой я говорила, которая придет вам в голову, и то, что вас тяготило. И, скорее всего, да, это связано с отношениями. Что касается тех, кто находится в поиске, очень велик шанс. Единственное, что вы либо холодно к этому относитесь и не придаете этому вопросу большого значения, либо люди, которые будут вам встречаться, и знакомства, которые вы сможете иметь, не принесут вам того тепла, которого вам хотелось бы. Это будет абсолютно равнодушие с вашей стороны, какая-то холодность, предвзятость где-то, ковыряние, там, присматривание чрезмерное к потенциальному партнеру. Очень многое зависит от вас. Если человек вам не понравится, просто отношения не будут иметь никакого продолжения. Но шансы есть, и все зависит от вас в данной ситуации. Что же касается людей, которые находятся в постоянных отношениях, тяжеловато. Вот здесь тяжеловато, и та карта, которую мы видели, дьявол, да, которая ложится как будто тяжелым грузом на вас. Ваши отношения вам кажутся тяжелыми. Может быть, устали, настала зима в отношениях, знаете, такое какое-то, либо давят слишком, либо вот чувство тяжести. И неожиданность – это вот это понимание того, наконец-то пришло осознание, что это происходит. Вы поняли, что это происходит, и что вам тяжело, и, может быть, это не то, что вы хотели бы для себя, для своей жизни, не так видите отношения.
Это та самая неожиданность, которую вы можете ожидать. Ну и две последние карты, которые мы рассмотрим, это эмоциональное состояние ваше в августе месяце и совет вам. Значит, эмоциональное состояние ваше будет вполне уравновешенное. То есть каких-то ваших особых переживаний вы не будете иметь. Да, будут небольшие всплески каких-то эмоций, но в общем и целом это будет обыденность, постоянство, рутина, привычное что-то, как будто цикличность какая-то, понимаете? Такое будет ваше эмоциональное состояние. В общем и целом вы будете чувствовать себя вполне ровно. Что вам советуют карты? Да, собственно, и продолжать себя так чувствовать, никаких особых движений не предпринимать, дать себе передохнуть, остановиться, оглянуться, не замечать каких-то плохих качеств в людях, окружающих вас, не судить себя строго за то, что вам, возможно, не нравится в самом себе или в самой себе. В общем, карты вам советуют успокоиться, сделать паузу, сделать перерыв и похвалить себя за то, что вы в этой жизни сделали и что вы имеете. Благодарю вас за просмотр. Это все, что мы можем сказать об августе. Итак, спасибо, всего хорошего, до встречи.